положительные получили. Ну, всегда есть 10-20% людей, которые скептически относятся к таким вещам. Вообще к любым новшествам скептически относятся. И, естественно, мы тоже столкнулись с такими, которые говорили: эй, зачем там учебники лучше, там онлайн-образование никогда не заменит там офлайн. Да? Мы с этим не спорим, но мы-то создаем помощника. Вот. Учителя, которые понимали, вообще люди, которые понимают, да, что именно мы делаем, какие преимущества есть, они очень положительно отзываются. Говорят, что я даже не смогу сейчас вот все собрать и сказать вам как-то, потому что отзывы всегда очень положительные. Они даже буквально говорят, что это такая революция для кыргызскоязычного образования. Мы получали отзывы, в осенью 2020-го. Тогда вот мы сделали большой такой, много поездок по школам, получили много фидбэков. Первое, проблема, с которой мы столкнулись, то, что у учителей у них либо нету email-почт, или они есть, и они не умеют ими правильно пользоваться, потому что все равно заходят через телефон. То есть все равно есть какой-то барьер, что через компьютер им сложно, вот они плохо разбираются, даже молодые учителя. Вот, и поэтому получили такой фидбэк, что было бы хорошо, вот как код там приходит на номер телефона, и вот так можно очень легко зайти. Вот, мы послушали и сделали вход через номер телефона. Вот, были еще там какие-то там рекомендации по дизайну, как все, чтобы проще было. Были рекомендации вот по структуре урока. Вот учителя, школьники просили, чтобы было бы хорошо, чтобы все было структурировано, чтобы не приходилось искать. Вот такие вот были. Есть еще другие рекомендации, но я, наверное, не буду их вам сейчас рассказывать, а потом это, когда будет сделано, да, лучше показать, чем сейчас рассказывать. Вот.